что, друзья, мы идем дальше, и у нас главный бой этого вечера, финал Гран-при Лиги воинов Хаган. Приглашается первый боец в синем углу октагона. Балпан Аманат Агибаев! I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence. И приглашаем его соперника. В красном углу октагона Бахтияр Датха Тентиев! Дорогие дамы и господа, это финальный бой Гран-при Лиги воинов Хаган. И, друзья, представляем бойца в синем углу октагона. Ему 18 лет, рост 1 метр 84 сантиметра, вес 68 килограммов. Аманат Балпан Агибаев! И представляем его соперника в красном углу октагона. Ему 21 год. Его база бокс. Вес 61 килограмм. Рост 1 метр 75 сантиметров. Бахтияр Датха Тентиев. Бойцы середина. Что же, друзья, у нас тем временем финал Гран-при. Ну, здесь, кстати говоря, у нас, напомним, вес необычный, это 61-66. То есть в этом лимите дерутся бойцы. Аманат Агибаев сегодня провел один поединок и оказался победителем. Ну, а в прошлый раз напомним, что вышел в финал Датха. Это Бахтияр Тентиев.
атакует, работает в клинче, все. В клинче там много нельзя работать. Чуть выше ростом. Аман Агибаев. И вот здесь, смотрите, помните, да, хардкорные поединки Прайда? Это Дон Фрай дрался с японским бойцом, схватившись друг от друга, и вот так били. Вот, буквально там 1,5 секунды, но ностальгия, конечно. Много выше ростом. Ну, что я заметил, у Тинтива руки очень длинные, то есть у него достаточно хороший рич. Если соперник выше него, ой-ой-ой, это нокдаун, друзья, это нокдаун, чистейший нокдаун. Ну что, друзья, в первом же раунде у нас нокдаун. Агибаев падает. Тинтив, молодец. Тинтив, кстати говоря, он сам служил в армии, пытался работать военным, я помню, рассказывал на пресс-конференции об этом. Работал в России долгое время, и тренировки у него были приостановлены. Ох, как встречать вот здесь джебом Агибаев. Ну, этот раунд уже 10-8, то есть это никак не изменить. Если только не будет повторного нокдауна, все. Устное нужно предупреждение, конечно. Второй будет минус балл. Последние секунды. Раунд окончен. Пойдите на середину. Друзья, поехали. Раунд номер 2, финал Гран-при. Что там? Нужно протереть еще раз. Ну, как я знаю, угловые должны сами это делать. О! Муса сам будет протирать, как я понимаю. Обладатель пояса Гран-при Лиги воинов ХХ. Если что, протирает рефери, боец Лиги воинов ХХ. Забирает центр октагона сейчас здесь. Бахтияр Тинтиев, Датха. Действительно, очень длинные руки, прям видите, да, у Датха. И я думаю, что это прям большое преимущество. Оу, попал вот здесь. Клюнул Аманат. Да, Аманат, конечно, будет чуть обидно, потому что он в предыдущем гран-при тоже проиграл в первом же бою. Попал. Хороший джеб. Пока в этом раунде равенство по нанесенным ударам.
блокирует вот эту попытку. Попал вот здесь хорошо прям. Стоп, стоп, стоп. Нужно слышать. Азамат Иминов начал уже потихоньку управлять этим боем. Как мы видим. Да, максимум 3 секунды в клинче. Очень много клинчуют бойцы. Это нужно сразу пресекать. Последние секунды раунда. Азамат концовку забил. Ой, молодец! Ой, молодец! А у нас тем временем нокдаун. Второй нокдаун. Вот это да. Раунд окончен. Бойцы на середину. Аманат также работает. Аманат также работает. Ну, там сейчас врач останавливает кровь у Бахтияра Тентиева. И вот, казалось бы, да, вот, первый раунд, да, отправляешь соперника в нокдаун, и вот, все. А нет, это кулачные бои. Здесь именно такое бывает. Во втором раунде мы увидели, сколько же... Нормально, нормально. Все нормально, работаем. Что у нас? 18-18 по раундам. Парни чуть больше отдохнули. Это третий раунд. Ой, хорош. Ой, молодец! Аманат Агибаев, молодцом. Показал свой характер Аманат. Вот это настоящий Рокки. После первого сезона, в котором он проиграл, теперь потихоньку начинает делать историю. Вошли в клинч. Стоп, конечно, конечно. Обильное кровотечение у Бахтияра Тентиева с носа. Весь окровавлен. И устраивают настоящую просто войну оба. Да, оба побаиваются. Оба по одному разу упали уже. Все нормально. Аманат переворачивает ход этого поединка. Стоп, время. Что там, нос сломан, что ли? Можете спокойно говорить, я готов. Но главное, чтобы нос не был сломан. И
Ну, можно бы продолжать, конечно. Это же Лига воинов. Само название за себя говорит. А вообще секунданты не должны запускать в октагон во время доврачебной помощи. Он просто восстанавливает сейчас. Дышать не будет вообще. На глазах у меня какой-то кровавый был. Что ж, у нас тем временем третий раунд. Ну, надеюсь, что восстановился сейчас Бахтияр Тентиев. Последние секунды. Попал вот здесь тоже. Все, раунд окончен. Раунд окончен. Четвертый раунд. Пойти на середину. Синий угол, середина. Красный угол. Продрите, продрите. Что у нас тем временем продолжается этот поединок. У нас чемпионские раунды, 4-й, 5-й. Начинается. Остались чемпионские раунды. Поехали. Ну, отдав первый раунд, сейчас Аманат Агибаев сумел сразу же восстановиться, отправив нокдаун во втором раунде, третьем раунде. Он перебил соперника. Успеет ли Бахтияр Тентиев сейчас восстановиться и сравнять счет, потому что сейчас 2-1. Спокойно, спокойно работает в центре. Заходит здесь в клинч. Стоп, стоп. После сигнала стоп сейчас 2 удара нанес Аманат Агибаев. Надо слушать постоянно рефери. Нужно его слушать. Преимущество такое небольшое все-таки сейчас у Аманата есть. Он свежее выглядит, конечно. Оба парня пропотели. Ну и отметим то, что Аманат проводит свой второй поединок на сегодняшний вечер. Нет, здесь ничего не было. Затылок, затылок. Осторожнее, осторожнее. Минус балл. Он закрывает, я вижу. Тебя по духам бьют, на ухом бьют, за ухом, но не конкретный затылок. Так, у нас тем временем все переворачивается, потому что вот только что было анонсировано, что минус балл. А это получается, что уже в этом раунде нужно прям нокдаун отправить соперника. Последние секунды этого боя. И все, раунд окончен. Раунд окончен.
Аплодисменты бойцам. Это финальный 5-й раунд финала Лиги воинов Хаган. Что ж, поехали, друзья. Равный бой показывают бойцы. И идет с ударами, хорошо прям. На сближение работают. По сути, если посмотреть на результаты, конечно же, вот тот минус-балл может много изменить. Но здесь хорошо. Очень сильно устал Бахтияр Тентиев. Попадает еще раз. Слишком много попаданий мы видим со стороны Аманата Агибаева. Балпан хорош. Но это два воина реально. Аманат, потому что не упал. Духом продолжил этот поединок. Нужно продолжать навязывать свой бой. Бахтияру Тентиеву, конечно же, сейчас необходимо отправить соперника в нокдаун. Осталось не так много времени. Застаивает сейчас Бахтияр. Входит в клинч. Все. Бой окончен. Чистая победа, Аманат. Атлет, включайте в край. Бабка, красавчик, нормально. 46. Бойцы на середину. В этом бою с результатом 47-46, 48-46, 47-46 единогласным решением судей победу одержал и становится новым чемпионом Гран-при Лиги Хаган Аманат Агибаев! Мы всем сообщаю, минус балл мы считали, поэтому долго там калькулятором считали. Были разногласия, раздельные решения, но одерживает победу Аманат Агибаев. Балпан! Был очень зрелищный бой. Я очень впечатлен. Вы воины. Прошу прощения за микрофоны. Вы согласны, что они воины? Кому не засчитали? Ему не засчитали. Есть 8 первый раунд.
Тут, оказывается, пропуск был. В первом раунде нокдаун не засчитали, оказывается. Сейчас пересчитаем. Рано. Сейчас пересчитаем. Да, сейчас пересчитаем. Да, твой нокдаун тоже считается, но его нокдаун не засчитали. Это мы уже считали, минус балл уже был. Мы поэтому долго считали. И, прошу прощения, мы в суете пропустили один нокдаун. Твой нокдаун вот в первом раунде не засчитали. Сейчас считаем. Нет. Не торопитесь. Ну, раздельно просто. На сколько очков он? Ну, вот это здесь 46, 47, и вот здесь получается 46, 47. То есть 2-1. То есть один судья дал ничью, остальные двое дали победу Аманатха. Раздельным решением все равно одерживает победу Агибаев Аманат! А еще не выебывайся. Пускай по нам говорит, потом. Всем ассаламу алейкум. Я достиг своей цели. Всем спасибо, кто меня поддерживал. Агашки, всем спасибо большое. Без вас этого пояса бы здесь не было. Большое вам спасибо. Также можно сюда моего тренера Рамбеков Талгат. Также я хотел поблагодарить своего тренера за лучшую подготовку. Месяц мы готовились к этому бою. И этот пояс, по-честному его, он заслужил этот пояс. Спасибо. Извиняюсь. Всем большое еще раз спасибо, серьезно. Я ждал здесь своего отца, но он не успел сюда приехать до моего боя. Также хотел бы сказать своим родителям большое спасибо за вашу поддержку. Мирбайке, также вам большое спасибо за такую организацию, что дали мне еще один шанс показать себя. Я думаю, мы заслужили бонус этого вечера. Все. Еще раз всем спасибо. Также я готов принимать любые вызовы. Следующий турнир. Когда угодно. Здесь. Дайте мне дату и время, и я приеду. Всем ассаламу алейкум. Барыңыздарға салам. Бүгінгі Таған лигасының екінші гран-присіне бет ачар болды. Не дейсем, сот судьяның шешімімен мақұл болаусам. Чырдағында уже артқа жол жоқ. Поезд өтті кетті. Келіп көріп бергенсіздерге Алла разы болсын. Ошондой эле мага балейт етіп келген дос балдарыма, қыздарыма, бүт таныштарыма Алла разы болсын. Негізі мен судьяның шешімімен мақұл емеспін, еркекше болғаны. Біздің шот тең эле келе жатқан. Плюс еще затылық тигенде кішкене өзімді жоғалтып түштім. Атама рахмат. Бәк ачып беріп қойсыз ба? Келсем. Бүгін ұтқан жоқсыз, бирок.
Бүгін негізі атамның көзінше ұят болып қалдым да ойлай. Молодец, давай. Ештеке уят болған жоқсың, балам. Бұл спортточ, балам. Ушундай кичине эмелер болуп турган жакшы болот. Балам, молодец, мен сени менен сыймыктанам, давай. Поражение – лучшая мотивация. Татха, ты достойный боец, поэтому не огорчайся. Поражение – это лучшая мотивация. Ты теперь будешь больше трудиться и пахать. Выше голову! Выше голову! Рахмат, кәмпесінде күшті болып келеміз. Иншалла, бұл поезд алмайыншы мен жаным тынбайды. Спорт. Брат, ты был достойный соперник. И у нас был равный бой. Поэтому я не думаю, что ты проиграл, брат. Ты красавчик, честно, честно красавчик, брат. Мен айта турган көптүн сөздөр бар болчу негизи. Ушу баарыңыздар бар кезде айтып коеюн. Напоминаю всем, это Таласский Рокки, Искендер Улу, Улухбек. Мага чыга турган соперник алмашып кетти, отказы болсо да из-за травмы. И нормальный соперник болбой калды, серьезно. Мен көбүңүздөр көрүштүр болуш керек, весинен да жетпей калып, потому что мен весин бир 70-тин тегерегине 70ке чейин мондай чыкмакмын да. Ошого кыска убакыт болуп калып, мен кууп аракет кылдым, бирок түшпөй койду, өзүм весим өсүп кеткенине байланыштуучу. Эми достойный соперник, ничего, родной. Кийинкисинде жакшы дайындалып, бул спорт, эч нерсе болбойт. Бирде утасың, бирде утуласың, эч нерсе болбойт. Вот эми мен вызов ыртым келип атат, жакшы. Баягы аманат өзү жакшы көрсөттү өзүн. Колдоп койсоңор эми ушул балага вызов ырт кийинки бойду. О, пояс меники болот иншалла. Жаман көрбө, родной. Этот пояс останется у меня, брат. Жок. Мо поясты көрөсүң, кийинкисин. Негизи мен бул жака пояска келгем. Поясты бирок башка бала чыгарып койдуңар менимче, именно. На самом деле бул бойго мен на самом деле чыкпайт болчумун, бирок пояс үчүн келгем да менчи. Обыкновенный бой болду. Кыргыздар бири-бирибизди колдобосок эч ким колдобойт, башка казактар келип колдоп кетпейт, россиялыктар келип, орустар келип колдобойт да. Ошон кыргыздар өзүбүздү көтөрөлү. Спортко салым кошолу. Именно ушу Каган лигасы Кыргызстанда эң алдыңкы кулачный жана башка спорттун түрлөрү боюнча дагы качан деп атасың, эң биринчи главный, эң алдыңкы немелерден болсун. Организацияданчы. Всё, кийинки бой сен менен эси. Эметсе макул болсоң кылалы. Чисто по спортивный интерес да бул. Я буду держать. Брат, базар нет, ты красавчик, сегодня выиграл досрочный бой, ты хороший боец. Но я здесь уже провел, сколько получается, 4 боя. Ты здесь провел 1 бой. Ты мне сейчас не интересен, брат, ты мне не интересен. Брат, ты мне не интересен. Давай. Не үчүн интересный болбойт там, айтчы ошону. Ты не медийный, ты хотя бы проведи здесь, хотя бы 2-3 боя. Давайте тогда все в Инстаграм залетайте, Ютубка жазгыла, Таласский Рокки дейле, наматта мен лично 2 бой өткөзгөм деп кой. Тайсон деген айрыгам. Мне не интересно твой номад, что ты там проводил. Мне интересно боит в этой лиге. Дело не в этом. Я чисто мен сага вызов ыргытып атам, кабыл аласыңбы же жок, ошону айтчы. Эй, ты мне не интересен. Нет, не интересен эмес, ооба же жок. Все, давай, на следующем турнире. Давай Мы с на тобой следующий встретимся. турнир. Что, пояс болсун, пояска чабышам мен. А так башка бойлор вообще не интересно мага, честно. Потому что давай, ооба же жок, ошону айтып койчу, мен башка сөз укпайм, чыгып кетейин. Я так понимаю, ты имеешь в виду, чтобы он еще бой провел, прежде чем с тобой подраться. Пускай проведет сначала. Он не достоин еще этого пояса, он не дошел до него. До этого еще один. Айта кетейин, буга чейинки сопернимде точно ушу сөздөр айтканда коелам мага.
Сен дағы 2-3 бой өткөз, гран-приге чейин чык. Жок, мен не кылам 2-3 бой өткөз, мен чыдамым кетип баратат мага, потому что могу сон пояс Эй, керек брат, деп кой. сколько я этого ждал, понимаешь? Не, дай мне. Сколько я это ждал. Ты перед чем ты, чтоб его забрал, ты должен его заслужить. Давай тогда устроим. Заслужи этот бой. Устроим? Сначала заслужи этот бой. Не, устроим или нет? Нет, потому что ты еще не Нет. заслужил этот бой. Нет, еще давай тогда вот так устроим. Эй, брат, Бой устраивать это если жок бу. ты сначала заслужи, еще раз говорю, заслужи этот бой. Я вполне заслужил. Ты его не заслужил. Нет, потому что мондайда- Проведи здесь несколько Да. боев. Мондай, жазылгандагы, жазылбаганда мыйзамдар бар. Вот мен жазылбаган мыйзам боюнча айтып атам мен сагачы. Давай бой устроим. Мен 2-3 бой вообще чыдабайм деп койм, потому что башка жакта бойлорум бар. Именно ушу каганга келдим мен, могу поезд алышым керек болду. Эй, Давай брат, устроим. сколько я этого ждал, сколько я к этому шел. И ты сейчас хочешь прийти и подраться за этот пояс. Заслужи сначала, заслужи. Я предлагаю... Это твой отказ или... Подожди. Рокки, мы знаем, ты хороший боец, мы видели твои плюшки тяжелые. Но я с ним согласен. Тебе нужно хотя бы один бой провести и подтвердить, что это был не потому, что ты тяжелее, а потому что ты действительно хороший на уровне боец. Для этого тебе я предлагаю еще один бой провести и одержать победу. Тогда мы не будем сомневаться в твоих навыках. Так, Мирбайке, сизге да уш сөз айтам. Мага бойду бериңиз пояска, либо мен бул жакка чыкпайм болду. Всё. Давайте. Тебя никто не заставляет сюда выходить. Ну, это будет твоим выбором. Я больше Он отказывает. в этот раз гонорар, возможно, тебя не устраивал, но в следующий раз я удвою, утрою, возможно. Но просто так прийти и сказать, я за пояс или я не выйду, это ультиматум для меня. Это задевает мою гордость. Поэтому, если ты хочешь за пояс подраться, предлагаю один бой. Если нет, это будет твоим решением. Я не смею оспорить это. Давайте тогда вот так сделаем. Бир вариант айтып көрөйүн дагы. Мурданкы Санжар, сможешь выйти? Сен поясың бар, билем. Сен отказ бергенсиң мурданкысын. Давай уже сен уже травмаң айыкты. Экөөбүз чыкпайлы анда мурдагыдай элечи. Биринчи бойго сен менен болчу. Либо с тобой. Или кийинки бойдогу ким? Ошону берсеңиз, мен ошо менен чыга берейин. Санжар, походу, уже ушел, поэтому посмотрим, он мне что напишет насчет этого. Но, думаю, он то же самое скажет, потому что я именно с тобой предлагал бой ему. Он сказал, пусть проведет пару боев. Я для этого в один день дважды дрался, а до этого еще один раз дрался. И поэтому то же самое скажет, что и Аманат. Давайте тогда, все, я понял, все справедливо было, да? С вашей стороны, с моей стороны. Давайте тогда следующего соперника, серьезного, да? Как я, нормальный чабышкан, рубак бирөөн бериңиз, а то бүгүнкү бой, честно, онда неинтересно болуп калды да. Все, подберем достойного бойца и устроим зрелищный бой. Найм отсақ, кішіне сөйлей алған жоқпын, қырғыз әлім. Реванш сұрайым, Мирбайке. Неге дегенде, біздің бойдыле как 71-ден 80 килограммға чейінке пахан менен красавчик дейлі спорный oldu еркекче. Красавчикке бирок возможность бердиңер. До конца года реваншқа кадагычы. Мен да реванш сұрайым. Я думаю, Агибаев Аманат не будет против. Реванша хочет. Все, смело. Вот с тобой я согласен провести реванш. Базар нет. Все, на этом мы заканчиваем. Бойцам аплодисменты! Спасибо всем, что пришли и поддержали. Мы это ценим. Я забыл сказать своим друзьям. Друзья, всем спасибо, что вы приехали. Серьезно, ваша поддержка очень чувствовалась. Всем спасибо большое. Всем моим манасовским, караумарсовским братьям. Всем спасибо.